Урмелі достар, yayınımızın devam etemiz. Evet, devam etemiz sayılı dostlar. Bugün aytkanımız gibi belgisiz asker kuni kaydı tile ve bu mevzunu musafirimizni aydınlatmağa isteyimiz ve studiyamızga elbette urmetli, nüfuzlu insanı davet ettik. Elbette, hürmetli dostlar, studiyamızda Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendis Pedagogika Üniversiteti'nin hocası, MD sotsiologiya ilimlerinin namzeti, ijtimai gumanitar fenlerin kafedra müdiri, tarihşinas. Bilmeyeyim da ne kadar unvan şu insan hakkında aytmağa mümkün ama Hadi insanlarımız. Refik Hoca Kursiyetov bizim studiyamızda. Selamun aleyküm. Алейкум селям. Nasılsınız? Яхшымыз. Рефик Уча, с позволения, наверное, всех телезрителей, да и вашего позволения, перейдем на русский язык. Хотели бы сегодня поговорить о теме «Неизвестный солдат». День неизвестного солдата в России отмечается. Вот хотелось бы об этом поговорить. Что это за тема и почему она именно важна в нашей стране? Ну, вы знаете, что у Кремлевской стены в Александровском саду есть могила неизвестного солдата. Это было произведено перезахоронение к юбилею Победы. И это стало символом того, что у нас тот человек, который совершил величайший подвиг, отдал свою жизнь во благо государства, отечества, своего народа, оказался безымянным. С одной стороны, это дань памяти и уважения, чести этого человека, а в его лице это те миллионы и миллионы погибшие на фронтах войны. Это 5,5 миллионов до сих пор, которые значатся без вести пропавшими. Из них миллионы, вообще о миллионах нет никакой информации. С началом, конечно, войны началась всеобщая мобилизация. Тяжелые бои 1941 года, 1942 года, Красная Армия отступала. Огромные котлы, плен, немецкие концлагеря. И оказалось так, что одних успевали захоронить, других не успевали. Потери были очень большие, учет не всегда велся как следует. И поэтому у нас оказалась разница очень большая между вот этими официальными потерями и потерями, которые есть фактически. В каждой семье, из которой ушли на фронт мужья, сыновья, братья, они все прекрасно знают, что они погибли, они не вернулись, они действительно погибли. Но они не получали документов извещения о смерти, что они погибли. Ну, шла графа «без вести пропал», а «без вести пропал» это человек, он по разным причинам может попасть. И поэтому в Советском Союзе, тогда особенно, семьям без вести пропавших никакая материальная помощь не выделялась со стороны государства. С одной стороны, не знаю, кому-то, наверное, было выгодно, чтобы экономить ресурсы и выплачивать тем, у которых факт смерти установлен. Но вот такая трагедия войны, она очень сложная, очень тяжелая. И вот здесь есть очень большая такая гуманитарная составляющая, что мы должны помнить всех и поименно, и тех, у которых не оказалось имен. Опять-таки, но они погибли. 99,9,9 это погибшие. Просто если боец погибал не на глазах у подразделения, если его разорвало где-то, и он утонул, его придавило, засыпало, попал в плен, и он там в плену умер, в каком-нибудь фильтрационном лагере, где не было достаточного учета. Все это вело к тому, что человек просто исчезал, и сегодня эта проблема есть. Вот создан обобщенный банк данных «Мемориал» по приказу министра обороны Российской Федерации. И вот там очень много документов, где есть фамилии, имена, все данные, но написано «пропал без вести». А есть те, которые вообще, на которых отсутствуют вообще всякие данные. И таких примеров очень и очень много. То есть официально цифра просто ужасает, а если неофициально взять, то там... Не, ну официально мы-то знаем, сколько примерно призывалось через Красную Армию различные военные формирования. Прошло где-то около 33 миллионов, у меня такая цифра была. Но вот первый год, 41-й, 42-й год, это очень большие потери были. Поэтому и армия отступала, она даже не могла захоронить как следует своих солдат. А потом были позиционные бои, когда месяцами, вот я помню вот воспоминания одного из сотрудников Эрмитажа государственного, он сам участник этих боев, они
сколько было попыток прорыва Ленинградской блокады. И вот начиная там, он приводит с осени до весны, он все перечисляет подразделения, все буквально послойно, по форме одежды можно было определить, когда они бросились в бой. Все это находилось под немецкими пулеметным огнем, и этих людей не могли хоронить. И только тогда, когда прорвали уже блокаду, похоронили. Очень большая проблема была связана, и она и сегодня есть. Благодаря поисковым отрядам они выполняют очень большую такую миссию благородную. Вот в новгородских лесах, лесах Ленинградской области огромное количество осталось просто незахороненными. Просто не хватало сил. Правда, сказать, что после войны принимались правительственные постановления о перезахоронениях. Ну, во время войны хоронили где могли. А после войны уже начали останки свозить на специально отведенные кладбища. И этот процесс шел, и вот в документах читаешь, первичное захоронение одно, а есть вторичное захоронение, перезахоронение. Ну вот даже при вот этих перезахоронениях, конечно, многие фамилии неизвестны до сих пор. И родственники у нас есть, если пообщаться со всеми, у них то же самое. Вот как раз хотели об этом и поговорить, то что в наше время же по сей день, так сказать, появляются эти отголоски тех событий, потому что по сей день находятся останки павших солдат. Ну вот поисковые отряды, они очень... Это энтузиасты, во-первых. В последнее время государство стало финансировать эти работы. Я помню, когда прокладывали трассу Москва-Санкт-Петербург, вот всю эту трассу обследовали поисковые отряды и были захоронены, находили захоронения и незахороненных, которые просто останки. Это уже через столько лет, это леса зарастают, там болото, это буквально адский труд, но эти поисковики это делают. Это еще и опасная работа, там есть не взорвавшиеся боеприпасы, там работают саперы. То есть, если взять Крым, в Крыму, конечно, в этом отношении легче. Вот я знаю, что вот Севастопольский поисковый отряд во главе с Александром Валерьевичем Неменко очень большую работу не проводит. Каждый год они проводят там и собрания различных поисковых отрядов. И я вот просто не хочу называть цифры, которые там есть, цифры, которые они, солдаты поднимают и производят перезахоронение этих солдат. Это очень колоссальная работа, она и сложная, она требует больших усилий, она требует средств определенных. Вот каждый год это проводится. Я не думаю, что все имена будут восстановлены, это просто невозможно. Почему? Потому что в начале войны у каждого солдата был смертный медальон. Это специальная капсула, куда закладывалась бумага, записывались фамилия, данные, адрес родственников, жены, супруги или родителей. И вот эти в начале войны они были обязательны, потом их отменили. И вот когда они были даже обязательные, некоторые солдаты из-за суеверия, что если он заполнит эту бумажку, то его обязательно убьют, они не заполняли. И вот когда находят таких солдат, то мало бывает медальонов, и еще меньше могут расшифровать, прочитать, потому что бумага тлеет. Вот если вы помните, в 2014 году привезли, похоронили в Карасу-Базарском районе в Хадыша-Сарае лейтенанта Джемилева. Да. Вот 20 человек нашли, тоже Новгородская область, Рава-Русса, кажется, была. И вот и то мальчик, который видел во время войны, как захоронили советских солдат, уже будучи стариком, сказал поисковикам, что вот там во дворе храма у годового дерева похоронили. И вот его документы сохранились. И вот из этих 20 только у двоих были документы, которые уточняли их фамилию, данные. Остальные оказались без документов, они оказались безымянными. То есть процент действительно маленький. Конечно, даже вот потому что во всех армиях по-разному делается. Вот в немецкой армии там у них были жетоны, они разламывались пополам, одна часть жетона с данными закладывалась в захоронение, а вторую, значит, похоронная команда забирала с собой. Но вот когда наши отступали войска, тогда вот эти карты захоронений, конечно, они не сохранились так, как сохранились. То есть у нас не хватало времени на это, и обстоятельства, и условия были такие. Ну и поэтому у нас поэтому очень много неизвестных солдат, а он и неизвестен, но подвиг его остался. И не зря все послевоенные годы лозунг был «никто не забыт, ничто не забыто». Потому что
победитель благодаря его жизни и самопожертвованию. Это действительно было самопожертвование. Это очень большие потери советской Красной Армии тогда. А может ли интерес потомков тех солдат, которые воевали, вот их интерес, их активность, вот если они будут предоставлять письма какие-то фронтовые, когда пришло последнее письмо, поспособствовать ускорению процесса обнаружения личности? Это, конечно, оно способствует этому. Ну, можно установить, в какой части служил, где служил. Ну, а вот место захоронения, все-таки это останки человека, они тлеют. И если там нет каких-то сопровождающих документов, то это, конечно, делать очень сложно, идентифицировать. Хотя эта работа делается, она делается. Есть просто фанаты своего дела, которые вот этим занимаются. Они, ну, каждое возвращенное имя, ну, вот у нас тоже, у всех, вот мне как-то пришел наш известный альпинист Зинур Люман. Он принес данные на 3 своих дядь. Одной фамилии, разные имена, разница в рождении 2 года. Между ними, там, если я не помню. Мы начали искать в базе данных мемориал. Ни на одного мы не нашли. То есть они их призвали, они воевали, они погибли, конечно. Или вот мои родственники, вот моей бабушки по матери, по отцу, брат Сулейман Аметов. Я его ищу, я его не могу найти. Или же вот у нас другие случаи были, когда родственник наш 17 мая вернулся из госпиталя, а 18 мая его выселили, бросили в вагон, и он там проехал определенное количество времени, сошел, и с тех пор о нем нет никаких данных. Я не знаю, где он погиб. Он вернулся, на фронте погиб или где-то в госпитале умер. Вот это тоже проблема. И эта проблема она у всех. Вот если вы почитаете хотя бы вот издания, которые входят в Крыму, вот и на крымско-татарском, и крымско-татарские издания на русском языке, там очень всегда много материала. Вот призвали, и ты начинаешь искать в базе данных, а в базе данных нет. Почему их нет? Потому что, вот, опять-таки, плохо велся учет. Мгм. Ну, я лично знаю историю, когда всю деревню, всех мужчин и взрослых, да, в основном взрослых и стариков, отправили на фронт, и вот на Курской дуге вот вся деревня осталась. То есть вот никто живым не вернулся, то есть вся деревня осталась без мужчин. Есть такие случаи, когда из одной семьи 7-8 сыновей, мы эти семьи знаем, из них есть семьи, где больше половины погибло. Разные ситуации были. Конечно, потери были большие. Еще они с чем были связаны, особенно для крымско-татарского народа, потому что основная мобилизация в Крыму была проведена в 1941 году. То есть это самое тяжелое время. Сразу после начала войны указ Верховного Совета вышел о мобилизации. И вот их всех, они за пределы Крыма направили, Крымская ССР, и они попали в те части, которые приняли первые бои. Вот когда я много раз приводил пример Сейдхалила Усеинова, младшего сержанта, командира орудия, который на 3-й день войны был награжден орденом Красного Знамени, потому что один, управляясь орудием, подбил 3 танка, после этого подпрыгнул на лафет гаубицы 150 и начал танцевать. А потом я его ищу среди далее награжденных, его нет. Я ищу среди погибших, его нет. Скорее всего, человек погиб. Даже тот, который вот, первый из Крымской ССР, награжденный боевым орденом на 3-й день войны. Но это такие личности. Вот, кстати, вот его наградной лист где-то 2 года назад на сайте Министерства обороны к началу войны был выставлен. Это один из первых награжденных в Советском Союзе. И не только в Республике Крым, Крымская ССР. То есть. И по сей день информации о нем Да. нет. Где он погиб, что с ним стало, вот я вот еще эту информацию не могу найти. Это 141-й гаубичный артиллерийский полк. Ну, если надо, конечно, может быть, архивы еще поднимать, может, что-то еще, но в базе данных о потерях его нет. На самом деле, Рефик Ага, мы понимаем, что это очень большая работа, да, то есть по поиску, по нахождению. И мы, конечно бы, да, хотели бы, чтобы все, кого нашли, да, и знали бы, чье это имя, чей это родственник. Возможно, кто-то из потомков, да, узнает, как бы для него это будет тоже дополнительная гордость, потому что действительно так всех так или иначе, да, вот. В последние годы, вот я чувствую,
очень сильно возрос интерес именно к военной тематике, теме Великой Отечественной войны, и героям, и погибшим на фронтах, и в социальных сетях, и в Фейсбуке, и на других сетях. Я вижу, очень много людей находят фотографии своих родственников, выставляют, показывают это. И там очень интересную информацию эти люди дают, потому что это первичная информация от близких родственников. Опять-таки, ты иногда просто из профессионального интереса начинаешь искать, находишь их по этим же данным, которые они дают. Но вот, есть большой такой подъем, и многие, я думаю, что... Вот здесь одна проблема есть. Если бы не было бы вот тотального выселения крымско-татарского народа, после победы эти фронтовики живые вернулись бы, и мы видели бы, кто вернулся, кто не вернулся. В каждом селе, в каждом городе, на каждой улице. А так как получилось, они погибли, а те, кто вернулись в Крым, их выселили отсюда. И у нас вот это разорвалась, вот эта цепь причина вот, информационная. То есть те, кто рассеяли по разным областям и республикам, они не знали, вот выжили ли их соседи, которые ушли на фронт. А если бы жили в Крыму, конечно, в истории нет слова, если слагать много, но вот тогда у нас была более точная картина. Вот живет, допустим, в селе там 50 домов. Ну, призвали, вот в нашем селе было где-то 45 домов отсать. Ну, призвали больше 20 человек. Из них часть погибла, мы это все знаем. Это и хорошо, у меня есть родственник, дядя, который написал это все, по фамилии написал. А если, допустим, дядя не написал бы, откуда я знал бы? И Да. кто бы знал бы, что из этого села столько призвали, столько бы. Потом многие документы, опять-таки, свидетельствуют о том, показывают призванных по большим селам, крымским селам. Там население этих сел сохранилось, конечно же, они не слились с другими селами населения. И вот они дают одну цифру, а официально видишь цифры другие. Потому что надо проверять, сверять, конечно, но люди, которые подушно по каждой семье установили, сколько было мобилизовано, эти тоже источники, они внушают доверие, оно действительно было так. Просто надо продолжать дальше искать. Мы желаем вам успехов. Алайып ярдымчы болсын, бұйық бір ішіні бежіресіңіз, Рефикаға. Әлбетте, үміт етеміз ке тамам сіздің ішіңіз девамлы olur. Çok sağolыңыз келгеніңіз үшін сізге қайырлы күндер. Ватандашларымызға нені тілемеге істейсіңіз? Видите, біріншіден саулық, сәлеметлік, әрбір япқан ішіміздің оле бір дәрежеде yapmak керекміз, чүнки олсын ішлеріміз, бұл тедиқат ішлері ве башқа ішлері ең жоғары сесеведе olmak керек. Біз өз миллетімізді ем көстермек керекміз, ем де өз ақларымыздың тіклемек керекміз. Мұна біріншіден бұл. Әлбетте. Çok sağ olunuz. Evet sayılı dostlar, mana Cenk'nin bitkenden endi 75 yıl geçti ama buna bakmadan pek çok böyle sırlı sayfeler var ve bizim tarihçilarımız bu sırlı sayfelerini açmağa tırışalar. Allah yardımcı olsun deyip aytамыз bu işte olarga. Yayınımızны devam etemiz, hürmetli dostlar. Nevbеттегі қысмымыз sizin diqqatınızға buyurunuz.